Добрый вечер, я Валет Генаев, как всегда, рад приветствовать всех зрителей на нашем канале. В эфире очередной выпуск информационного канала Чечен.Инфо. Напомню, это еженедельная информационно-публицистическая программа, концепцию которой в нескольких словах можно определить как репортерский взгляд на главные события недели. Подводя итоги недели, корреспонденты программы стремятся не только не упустить всех деталей, но и стараются обозначить различные точки зрения на одну и ту же проблему. В один час нашей программы уместились обзор событий, обзор сетевых ресурсов и несколько сюжетов на тему минувших 7 дней. Все это создает полноценную картину информационной недели Чеченской Республики. На этой неделе в эту картину попали сообщение о том, что Рамзан Кадыров признан лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года, новость о том, что Международный форум Сочи-2009 принес республике ряд соглашений, а также заявление грузинских властей о том, что Грузия пересчитает чеченских беженцев. И все это лишь малая толика того, о чем мы собираемся рассказать вам в течение ближайшего часа. Напомню, цель программы не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в плотном информационном потоке. Итак, приятного просмотра. Сегодня в программе. Финансовый кризис не повлияет на инвестиционную политику республики. Формирование республиканского бюджета станет экзаменом для чиновников. Рустам Мугаев в рубрике «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. На 8-м международном инвестиционном форуме Сочи-2009 крупными банками России и правительством Чеченской Республики подписан ряд соглашений. Об этом и не только. Магомед Бухаев в рубрике «Дайджест-инфо». Рамзан Кадыров признан лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года. Грузия пересчитает чеченских беженцев до конца года, освободя чеченских женщин, находящихся в местах лишения свободы. Рубрика Чечен.Инфо с экспресс-обзором сетевых ресурсов глобальной сети интернет. Откуда растут ноги у ваххабитского театра абсурда? Тагир Салаханов в рубрике «Тема.Инфо» проводит исторические параллели, рассуждая о чуждом для чеченского общества явлении. Глава мятежной территории. Стабильность в регионах, стабильность в государстве. Муса Моторс готовится в дорогу. Белые акации, цветы миграции. Рубрика «Вести.Инфо» с обзором последних публикаций газеты «Вести Республики». Своими неординарными и решительными действиями он бросал вызов огромной державе, фактически воевал с ней в одиночку. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о своеобразной и незаурядной личности в нашей истории. Об реке Зелимхане Карачаевском. Ну и по традиции рубрика «Экспресс-инфо» – это наш еженедельный краткий обзор наиболее ярких событий прошедшей недели, а также ситуации информационных поводов высокой общественной значимости. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах. На прошедшей неделе в горячую десятку событий попали заявления главы республики о том, что финансовый кризис не повлияет на инвестиционную политику республики. Новость о том, что формирование республиканского бюджета станет экзаменом для чиновников и многое-многое другое. Мой коллега Рустам Мугаев в рубрике «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях минувших 7 дней. Неделя в Чеченской Республике началась с празднования одного из главных мусульманского праздника Уразы-Байрам. В связи с празднованием 21 и 22 сентября в республике были объявлены выходными днями. По данным правоохранительных органов на территории республики, празднование прошло без происшествий. В связи с религиозным праздником тысячи жителей и гости республики посетили могилу первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова в селе Цинтарой. Месяц Рамадан завершается праздником разговения Ид-аль-Фитр. Праздник Ураза-Байрам символизирует завершение поста, длившегося в течение всего священного месяца Рамадан, 9-го месяца по мусульманскому календарю. В течение всего месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост Ураза. Во время него верующие отказываются от приема любой пищи и воды в светлое время суток. Однако, помимо отказа от пищи, мусульмане укрепляют свою веру, духовный рост, переосмысление своего образа жизни и приоритетов. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что мировой финансовый кризис не отразится на инвестиционной политике региона. Об этом президент заявил на встрече с представителями зарубежных СМИ. По словам Кадырова, за время кризиса в Чеченской Республике не было приостановлена реализация ни одного из заключенных ранее соглашений. Работают все прежние договоренности, заключаются новые соглашения. При этом Рамзан Кадыров отметил, что заинтересованность в инвестировании Чеченской Республики проявила московская бизнес-элита.
Они изъявили желание вкладывать инвестиции в республику. Речь идет о больших деньгах, подчеркнул он. Говоря о предполагаемом 70% сокращении финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития республики на 2008-2012 годы, президент выразил надежду, что руководство России проявит понимание и поддержку послевоенной республики. В Государственном театрально-концертном зале Грозного прошел вечер, посвященный Дню чеченской женщины, который впервые отмечался в республике в этом году. Почетными гостями вечера стали президент Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова. Глава республики поздравил женщин с их праздниками и отметил, что каждая из матерей, воспитавшая сыновей защитников и патриотов Родины, достойна самых высоких почестей. В ходе празднования 15 женщин, чьи сыновья погибли, защищая целостность России, а также матери спортсменов Артура Бетербиева и Салама Межитова, были награждены медалями «Материнская слава». В честь всех виновниц торжества был дан большой праздничный концерт. Каждой женщине от имени чеченского президента были вручены букеты цветов, а по окончании вечера был дан праздничный салют в честь представительниц слабого пола. Ряд соглашений между крупными банками России и правительством Чеченской Республики подписаны на 8-м Международном инвестиционном форуме Сочи-2009. Так, подписанное с Внешэкономбанком соглашение подразумевает взаимодействие сторон по реализации приоритетного инвестиционного проекта, направленное на восстановление и развитие агропромышленного комплекса в Шелковском и Наурском районах Чеченской Республики. Общая стоимость проекта составляет 6,8 миллиардов рублей. Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет. Оно будет способствовать созданию 3000 новых рабочих мест. Также подписано соглашение с Россельхозбанком о реализации 2 инвестиционных проектов. Это строительство стекольного и консервного заводов. Общая стоимость проекта составляет 5,5 миллиардов рублей. Как подчеркнул премьер республики Одесс Байсултанов, Сочинский форум стал плодотворным для Чеченской Республики. Здесь же Владимир Путин заверил чеченскую сторону, что федеральным центром будет оказываться всяческая поддержка развитию региона. Председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов призвал руководителей министерств и ведомств Чеченской Республики активно участвовать в процессе формирования бюджета на 2010 год. По его словам, необходимо проявить ответственность при формировании бюджета на следующий год, чтобы сократить его дефицит. В ходе совещания, на повестке которого обсуждались итоги формирования бюджета на следующий год, Одесс Байсултанов подверг критике работу некоторых министерств. Он отметил, что впредь все финансирование будет зависеть строго от сформированного бюджета, в котором непосредственно участвовали министерства. Эта работа как экзамен на соответствие министров своей должности, заявил Байсултанов. По его словам, в 2010 году бюджет Чеченской Республики будет состоять лишь из той суммы, которую министерства и ведомства смогут отстоять в процессе его формирования. При этом средства из резервного фонда на нужды министерств выделяться не будут. Информационно-аналитическое управление президента и правительства Чеченской Республики подвело итоги конкурса «Золотая коса». Награждение его победительниц состоялось в концертно-театральном зале Грозного. В конкурсе приняло участие более 600 женщин. Самой старшей участнице 85 лет. Победительницы определялись в 3 возрастных категориях. Обладательницей самой длинной косы 186 см стала 50-летняя Альбейка Муцураева. В возрасте от 14 до 18 лет победила Милана Хамидова, 17 лет, длина косы которой составила 112 см. Победительницей в категории от 19 до 50 лет стала Зина Усманова с длиной волос 169 см. Все участницы получили дипломы победителей и денежные призы. Суперприз конкурса был вручен самой старшей участнице Даши Нагмирзаева. В свои 85 лет длина ее косы составила 136 см. Дипломы победительниц, а также денежные призы и подарки вручал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В Гудермесском районе состоялось открытие мемориала погибшим защитникам села Дади-Юрт, сожженного 190 лет назад царскими войсками. Мемориал установлен на высоком холме, где раньше располагалась сельская мечеть. Данное мероприятие было приурочено к Дню чеченской женщины. Как отметил на открытии председатель парламента Республики Дуклах Абдурахманов, Дади-Юрт – это страница бессмертного подвига в истории Чеченской Республики. Установленный мемориал представляет собой гранитную скалу, символизирующую стойкий и крепкий дух защитников Дади-Юрта. Каждый год 14 сентября из гранитной скалы будут течь 9 струй, символизирующих 9 чеченских родов сообществ, оплакивающих своих братьев и сестер, принявших мученическую смерть. У подножия каменной стены проходит зеленая полоса травы, символизирующая жизнь. Здесь же установлен обелиск, который по исламским традициям воздвигается погибшим в священной войне. В
В Чеченской Республике началось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. По словам председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаила Байханова, досрочные выборы проходят для избирателей, которые в день выборов не смогут прийти на избирательные участки по уважительной причине. Глава избиркома также сообщил, что 17 сентября завершилось формирование участковых избиркомов. В состав 431 участковой избирательной комиссии в муниципальных районах, сельских и городских поселениях назначено 3657 членов с правом решающего голоса. Напомним, 11 октября в Чеченской Республике пройдут первые муниципальные выборы. Электорату предстоит избрать свыше 2500 депутатов муниципальных советов и 236 глав сельских и городских поселений. Выборы пройдут по мажоритарной системе. Чеченские журналисты выехали в город Дагомыс, где с 24 по 30 сентября они принимают участие в 14-м международном фестивале журналистов «Вся Россия». Фестиваль организовывается ежегодно Союзом журналистов России. В нынешнем году в нем участвуют около 1200 журналистов со всей России. Чеченскую делегацию составит 14 представителей республиканских СМИ, возглавляя председатель Союза журналистов Чеченской Республики Хошбауди Бархаджиев. В нынешнем году чеченские журналисты принимают участие в фестивале 5-й раз. В его рамках чеченская делегация планирует принять участие в круглых столах, дискуссионных клубах, обсуждениях вариантов поддержки качественных СМИ, мастер-классах. В программе фестиваля запланирован также ряд мероприятий, посвященных подготовке к Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи. 15 октября все коммунальные службы города Грозного должны быть готовы к началу осенне-зимнего периода. Об этом на расширенном рабочем совещании объявил первый заместитель главы городской администрации Салавди Джамиев. Он отметил, что в этом году в каждом доме должно быть бесперебойное теплоснабжение. В соответствии с мероприятиями по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано подготовить 2348 домов, в том числе многоэтажных 519 и одноэтажных 1829. Фактически уже подготовлено 2067 домов. На совещании было отмечено, что сложность при подготовке к осенне-зимнему периоду заключается в том, что не всеми подрядными организациями закончены ремонтно-восстановительные работы, и дома не сданы по актам Государственной комиссии. Напомню, в мае был подготовлен и утвержден график по подготовке жилищно-коммунального комплекса Грозного к осенне-зимнему периоду. Создан оперативный штаб по контролю над реализацией мероприятий. Начиная с 2006 года республика принимает активное участие в международных экономических форумах и выставках. Это и международная выставка «Зеленая неделя» в Берлине, Петербургский международный экономический форум, Сочинский международный инвестиционный форум 2008 года и другие. Не стал исключением Международный инвестиционный форум Сочи-2009, проходивший с 17 по 20 сентября в столице с будущей зимней Олимпиады. А Чеченской Республике в Сочи был представлен 41 приоритетный проект с объемом инвестиций 173 миллиарда рублей. И наши проекты заинтересовали потенциальных инвесторов. Об этом и не только Магомед Нухаев в рубрике «Дайджест Инфо». Главной составляющей экономического развития для любого региона является его инвестиционный портфель. Инвестиционная привлекательность сегодня практически решает дальнейшую судьбу республики, страны. В современном мире от инвесторов зависит очень многое. Республиканским властям того или иного субъекта, как правило, трудно угнаться за прогрессом самостоятельно, без поддержки потенциальных инвесторов. Инвестиционный потенциал – это характеристика количественная, учитывающая основные макроэкономические характеристики – насыщенность территории факторами производства, природными ресурсами, рабочей силы, основными фондами, инфраструктурой и тому подобное, потребительский спрос населения и другие показатели. Его расчет основан на абсолютно статистических показателях. Экономика Чеченской Республики в последнее время показывает невидимые темпы роста во всех отраслях. Строятся крупные промышленные предприятия, возрождаются разрушенные в годы контртеррористической операции фабрики и заводы. Подобный успех многие связывают с активной деятельностью президента республики Рамзана Кадырова и его умению привлекать в республику потенциальных инвесторов. Вначале было очень сложно, и зарубежные бизнесмены долго не хотели идти в поствоенную республику, а потому приходилось начинать с малого, как говорится, с миру по нитке. За несколько лет Чеченская Республика продемонстрировала резкий взлет. Многочисленные районы в руинах постепенно превратились в небольшие оазисы. Сегодня уже трудно найти заметных следов войны. Регион с каждым днем развивается, и с каждым днем вопрос инвестиционной политики выдвигается для чеченского руководства на первый план.
По мнению местных властей, инвестиции – это основа экономического развития Чеченской Республики. Именно поэтому, начиная с 2006 года, наша республика принимает активное участие в международных экономических форумах и выставках. В последнее время было организовано участие чеченской делегации в ряде международных выставок и форумов с презентацией инвестиционных возможностей республики, в том числе на международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине, Петербургском международном экономическом форуме, сочинских международных инвестиционных форумах и так далее. Не стал исключением и Международный инвестиционный форум Сочи-2009, проходивший с 17 по 20 сентября в столице зимней Олимпиады 2014 года. 8-й раз форум широко представил инвестиционный потенциал российских регионов, в том числе и Чеченской Республики. На форум собирается большое количество потенциальных инвесторов, и потому он может дать многое для его участников. По словам премьера республики, целью участия чеченской делегации в данном форуме является повышение инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, налаживание деловых контактов с российскими и зарубежными партнерами в инвестиционной сфере и привлечение инвестиций в экономику республики. На этом форуме мы подписали 4 приоритетных инвестиционных проекта. Это широкополосная беспроводная связь ВМАКС, это агрохолдинг, это газоперерабатывающий завод и консервный завод. Общая сумма контрактов, которые подписаны здесь, инвестиционных, это порядка 11 миллиардов. От Чеченской Республики в Сочи был представлен 41 приоритетный проект с объемом инвестиций более 170 миллиардов рублей. Как и в предыдущие годы, Чеченская Республика сделала ставку на ряд крупных инвестиционных проектов, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. Среди презентованных республикой проектов наиболее приоритетными являются строительство каскада ГЭС на реке Аргун, развитие наиболее перспективных направлений агропромышленного комплекса на базе Чечен Агрохолдинг, строительство газоперерабатывающего завода мощностью 500 миллионов кубических метров в год, внедрение широкополосных беспроводных сетей ВИМАКС, а также строительство консервного завода в Грозном. Реализация данных проектов позволяет создать в республике дополнительно свыше 23 тысяч рабочих мест, в том числе свыше 16,5 тысяч в промышленном секторе, более 5 тысяч в агропромышленном и так далее. В состав чеченской делегации вошли министр экономического развития и торговли Абдулла Магомадов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов, министр здравоохранения Республики Шахид Ахмадов, мэр Грозного Муслим Хучиев и другие. Возглавил делегацию председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов. В ходе трехдневного форума Чеченская Республика подписала ряд соглашений с крупными банками России. Долгосрочные соглашения заключены с Внешэкономбанком, Сбербанком России и Россельхозбанком. Эти банковские структуры будут работать по нашим инвестиционным проектам. У нас общие инвестиционные проекты составляют 177 миллиардов. Это 41 инвестиционный проект и предложения, которые на сегодняшний день мы вынесли на Сочинский форум. По ним тоже дальше будем работать. Подписанное с Внешэкономбанком соглашение подразумевает взаимодействие сторон по реализации приоритетного инвестиционного проекта создания агропромышленного комплекса в Чеченской Республике. Документ подписан председателем правительства Чеченской Республики Адесом Байсултановым и председателем банка Владимиром Дмитриевым. Инвестиционный проект направлен на восстановление и развитие АПК в Шелковском и Наурском районах Чеченской Республики и включает в себя развитие животноводства, овцеводства, племенное коневодство, птицеводство, растениеводство, промышленное рыболовство. Общая стоимость проекта составляет 6 миллиардов 8 миллионов рублей. Срок реализации этого инвестиционного проекта рассчитан на 10 лет. Реализовывать проект будет специально созданная при поддержке руководства республики компания Чечен Агрохолдинг. Мы уже на протяжении более 7 года вели работу по подготовке вот этих проектов, а также в рамках форума сегодня нам удалось уже выйти более-менее на финишную прямую по финансированию этих проектов.
Стороны договорились о создании рабочей группы для координации совместных усилий в целях реализации данного проекта. По их мнению, соглашение будет способствовать созданию 3000 новых рабочих мест, а также устойчивому социально-экономическому развитию Чеченской Республики. Также соглашение о реализации 2 инвестпроектов – строительства стекольного и консервных заводов общей стоимостью 5,5 миллиардов рублей – подписано правительством республики с открытым акционерным обществом Россельхозбанк. Кроме этого, состоялось подписание еще одного соглашения о реализации в Чеченской Республике инвестиционного проекта внедрения широкополосных беспроводных сетей WiMAX. Документ подписан председателем правления Сбербанка Германом Грефом и председателем правительства Чеченской Республики Одессом Байсултановым. Как отметил в ходе заключения соглашения Греф, несколько лет назад трудно было даже представить, что в Грозном будут реализовываться такие крупные проекты. У меня перед глазами еще 2004 год, и, конечно, я никогда не думал, что через 5 лет мы сможем подписать соглашение и реально приступить к реализации проекта. В рамках форума также были представлены презентационные материалы Чечни. Это рельефный проект каскада ГЭС по проекту использования гидроэнергетических ресурсов на реке Аргун, макет комплексной застройки жилого района на площади Минутка и макет застройки набережной реки Сунжа в центральной части Грозного, именуемой также Грозный Сити. Привлечение каждого рубля инвестиционных денег в республике – это пополнение бюджета, это то, что наша экономика будет идти в гору и так далее. То есть это является позитивным моментом. Здесь, вот вчера Владимир Путин подходил к нашему стенду, и у вас не было беседа. Вот о чем вы говорили и к какому решению пришли? Со стороны правительства России будет оказывается какая-то дальнейшая помощь, поддержка? Как было об этом? Со стороны правительства Российской Федерации всегда была помощь, оказывалась, оказывается. Вчера ни к какому решению не приходили, просто мы демонстрировали то, что мы привезли на инвестиционный форум. Возник вопрос по Аргонскому каскаду. Мы доложили, что этот объект, который может обеспечить энергопотребность республики на ближайшие годы. И было дано указание по этому направлению, чтобы Минэкономика взяла это дело на контроль. Ну, дальше технически будем работать. Чеченская Республика принимает участие в экономическом форуме с 2006 года. Так, в рамках 5-го Международного экономического форума Сочи-2006 Чеченской Республикой было представлено всего 3 приоритетных инвестиционных проекта и 12 инвестиционных предложений. Общий объем инвестиций тогда составил свыше 6 миллиардов рублей. Уже годом позже наша республика презентовала более 30 инвестиционных проектов и предложений. В нынешнем году свыше 40 проектов. Исследуя такой динамики, можно с уверенностью говорить, что в перспективе Чеченская Республика добьется небывалых экономических результатов, потому что инвестиции – это основа экономического развития любого субъекта. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас и о чем говорим мы на сетевых ресурсах глобальной сети? На прошедшей неделе говорили о том, что Рамзан Кадыров признан лучшим мусульманским государственным деятелем 2009 года, что Грузия пересчитает чеченских беженцев и что до конца года освободят чеченских женщин, находящихся в местах лишения свободы. Однако, и это не все. Рубрика ЧНет-Инфо с экспресс-обзором сетевых ресурсов глобальной сети интернет. За выдающиеся заслуги пропаганде ислама и возрождению духовности Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии и Союз мусульман Казахстана присудил звание «Лучший мусульманский государственный деятель 2009 года» президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщает электронный ресурс Центразия. Звание «Лучший мусульманский государственный деятель года» присуждается мусульманским государственным деятелям за выдающиеся заслуги в общественной и политической жизни.
Страховщики, действующие на территории Чеченской Республики, в первом полугодии 2009 года увеличили сбор премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% до более чем 115 миллионов рублей, сообщает на официальном сайте Федеральной службы страхового надзора. Так, по утверждению авторов материала, сборы по добровольным видам страхования увеличились в 1,7 раз. В том числе сборы по страхованию жизни возросли на 40% до 601 тысячи рублей. Выросли на 13% и страховые премии по обязательным видам страхования, при этом премии по СГО сократились в 1,6 раз. По ОМС премии увеличились в 3,3 раза. Ресурс отмечает, что объем выплат с января по июнь 2009 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза. По добровольным видам страхования выплаты возросли в 1,5 раза. В настоящее время на территории Чеченской Республики действует 26 страховых организаций. Ровно 10 лет назад, 23 сентября 1999 года, президент России Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Согласно указу, была создана объединенная группировка войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористических операций. Так началась Вторая Чеченская война. Об этом на прошлой неделе заявил ряд электронных ресурсов, которые в такой форме напомнили о 10-летнем юбилее начала Второй чеченской кампании. 30 сентября группировка вошла на территорию Чеченской Республики. Электронные ресурсы напоминают, что режим контртеррористической операции, объявленной тогда на территории Чеченской Республики, был снят только спустя 10 лет. Как известно, режим КТО был отменен 16 апреля текущего года. С 5 октября по 20 декабря в Грузии пройдет процесс перерегистрации беженцев из Чеченской Республики, сообщает официальный сайт общественно-политического издания «Взгляд». Как сообщает корреспондент издания, по последним данным, в Грузии до сих пор находится около 1000 чеченских беженцев. В основном они расселены в селах Панкисского ущелья Ахмедского района и являются кистинцами и выходцами из этого района Грузии. Напомним, что ранее численность чеченских беженцев в Грузии достигала 8000 человек, однако подавляющее большинство беженцев предпочло поэтапно вернуться на родину. В то же время некоторая часть выехала из Грузии в Азербайджан, страны Европы, а также США, сообщает издание. Беженцы из Чеченской Республики начали поступать в Панкисское ущелье Грузии, компактно населенное этническими чеченцами, кистинцами, в конце 90-х годов. Чеченскую Республику в ближайшее время посетят 100 молодых журналистов. Это студенты журналистских факультетов в различных учебных заведениях городов России, в том числе и из Сибири. Всем им представляется возможность побывать в Чеченской Республике 3 дня, сообщает портал Pressline. Сообщается, что командировка в республику организуется в рамках проекта «Поезд без брони». В ходе этой поездки каждый из журналистов сможет создать свой собственный материал о современной жизни Чеченской Республики. Республика переживает уже не этап возрождения, а этап развития, и у местных жителей есть страстное желание всем об этом поведать. Поэтому мы везем в республику молодых журналистов со свежим взглядом, и они, получив информацию из первых рук, смогут рассказать о республике в своих статьях, телерепортажах, книгах. Так вся Россия узнает о новой реально существующей республике, комментирует цель поездки руководитель проекта Илья Зинов. Российский киноконцерн «Мосфильм» на днях планирует оказать поддержку молодой киноиндустрии «Чеченфильм», сообщает агентство АНН со ссылкой на гендиректора киноконцерна Карна Шахназарова. По словам известного режиссера, создание на Северном Кавказе своей студии является важнейшим событием, но вначале необходимо будет подготовить специалистов, которые будут в ней работать. В то же время Шахназаров отмечает, что «Мосфильм» готов не только помочь кадрами и советами, но может принять начинающих чеченских кинематографистов для обучения в специализированных и бесплатных курсах на базе Мосфильма. Планируется, что уже в конце сентября в Грозном состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Мосфильмом и Чеченфильмом. Состоятся также выборы председателя попечительского совета чеченской индустрии. Ожидается, что здесь будет объявлено и о первой картине, которую будет снимать национальная студия. Северокавказский банк Сбербанк России намерен выплатить 1 миллиард 600 миллионов рублей на развитие в Чеченской Республике беспроводной телекоммуникации WIMAX. Соответствующее соглашение подписано между руководством банка, Министерством транспорта и связи Чеченской Республики. Об этом сообщает на этой неделе ряд электронных изданий. Инвестиционное соглашение предусматривает выделение средств на создание опорно-транспортной сети, передачи данных и системы базовых станций широкополосного радиодоступа на основе стандарта радиосвязи
WiMAX. Сообщается, что соглашение направлено на обеспечение доступа к быстродействующему интернету и услугам телефонии во всех районах республики. Ожидается, что реализация проекта позволит подключить свыше 120 тысяч абонентов и создать до 300 тысяч рабочих мест. Кроме этого, в ноябре Северокавказский банк планирует открыть в республике свое самостоятельное отделение. Напомним, что в регионе уже работает 3 структурных подразделения Сбербанка. До конца текущего года будут помилованы чеченские женщины, осужденные за совершение различных правонарушений с начала контртеррористической операции. Об этом на встрече, посвященной Дню чеченской женщины, заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, он уже обратился с соответствующей просьбой к президенту России Дмитрию Медведеву. Глава республики подчеркнул, что речь идет о лицах, совершивших преступления террористической направленности. Большинство из преступлений было совершено в годы КТО в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся на тот период. Мы уверены, что они раскаялись в совершенных правонарушениях и не представляют угрозу обществу, сказал Рамзан Кадыров, выразив надежду на скорейшее помилование женщин. Об этом сообщает официальный сайт президента и правительства Чеченской Республики. К настоящему моменту, по данным пресс-службы президента, в местах лишения свободы находится 98 женщин из Чеченской Республики. На базе факультета государственного муниципального управления Чеченского государственного университета введена специализация «Молодежная политика». Об этом сообщает электронный ресурс информационного агентства «Грозный информ». По словам авторов материала, специалисты этой необычной, на первый взгляд, профессии крайне необходимы в Чеченской Республике и очень востребованы. Именно поэтому уже в этом учебном году студенты, обучающиеся на 3-м курсе факультета ГМУ, смогут выбрать новую специализацию. Напомним, факультет государственного управления создан решением ученого совета Чеченского государственного университета еще в феврале 2005 года. Поводом же для проведения новой специализации на факультете стало обращение председателя комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи Нурида Бархаджиева к ректору ЧГУ. Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод» планирует принять участие в тендере на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких в медицинские учреждения Грозного, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Сообщается, что в настоящее время ведется подготовка документов к осуществлению намерения. Так, уже с мая текущего года у предприятий в Грозном работает представительство по техническому, сервисному обслуживанию и ремонту медоборудования как собственного производства, так и от других производителей. Сообщается также о том, что Грозинский сервисный центр обслуживания медоборудования не только в Чеченской Республике, но и в других регионах Северного Кавказа. В настоящее время уже заключено более 10 договоров с больницами Чеченской Республики на обслуживание медицинской техники, сообщают авторы публикации. Террористы-смертники – явление в нашем обществе новое, совершенно чуждое войнахской, да и не только ментальности. Тем не менее, как ни прискорбно, но явление это имеет место быть. Ваххабизм объявил чеченцам беспощадную подлую войну, и чеченский народ принял этот вызов. Однако откуда все-таки растут ноги у этого ваххабитского театра абсурда, густо замешанного на псевдопатриотических идеях и принципах ложного ислама? Тагир Салаханов в рубрике «Тема инфо» проводит исторические параллели и рассуждает о чуждом для чеченского общества явлении. 2009 год стал для Чеченской Республики периодом дальнейшего становления экономики и возрождения гражданского общества. Процессы позитивных преобразований, начатые при первом президенте Чеченской Республики и продолженные его сыном и преемником Рамзаном Кадыровым, развиваются со все большей энергией. Вместе с тем, 2009 год принес и одну тревожную тенденцию. Начиная с 15 мая на территории Чеченской Республики произошел десяток случаев подрыва террористов-смертников, больше, чем за все время с начала второй антитеррористической кампании. Чем вызвано столь серьезное увеличение числа тех, кто добровольно расстается с жизнью? Хорошо, если бы только со своей. Хвала Аллаху, что не все они сумели осуществить свои подлые замыслы. В некоторых случаях террористы погибали при угрозе захвата сотрудниками правоохранительного органа. Самое страшное в этом, что основная часть подрыва пришлась на время священного месяца Рамадан. Dela goed dela dan, buso dan, maar dan sloot is buisje. Eerst kan Rusben 13-25 buso na dan. Saab عنده dan, Rusben je top is, dus je dus Rusben je gedaan. Rusben net zo, ja gewoon op dan, buso tegen.
Почему так случается? Почему молодые и полные сил ребята-чеченцы идут на гибель? Во имя какой цели они противопоставляют себя собственному народу, вере, здравому смыслу, наконец? Ответы на эти вопросы можно узнать из истории. А историки утверждают, что первые террористы-смертники появились в XI веке в Персии. Там их называли ассасинами, от арабского слова «хашашин», употребляющие гашиш. Их вождь, религиозный фанатик по имени Хасан Сабах, поручал своим последователям убивать высокопоставленных грешников в кавычках. Ассасины были убеждены, что, совершая убийство, они совершают религиозный подвиг. В случае необходимости они были готовы пожертвовать своей жизнью. Появление ассасинов было тесно связано с расколом ислама, который произошел в VII веке. Мусульманская религия разделилась на два основных направления – шиитов и суннитов. Спор между ними перешел в религиозную войну. Решающее сражение состоялось в 680 году под Кербелой на территории современного северного Ирака. В этой битве погиб лидер шиитов Хусейн. С тех пор самопожертвование легло в основу шиитской идеологии. Хасан Сабах умело воспользовался этим. Он опаивал своих последователей наркотиками, главным образом гашишем, к которому добавлял опиум. Потом он внушал одурманенным ассасинам, что владеет ключами от рая. Попасть туда сможет только тот, кто будет беспрекословно исполнять его приказы. Сила внушения была такова, что секта ассасинов продолжала существовать даже после смерти самого Хасана Сабаха. Только в конце XIII века султан Бейбарс I уничтожил ее. После этого убийцы-смертники встречались крайне редко. Но что заставляет людей жертвовать собой, чтобы убивать? В попытках найти ответ на этот вопрос мы чаще всего сталкиваемся с распространенными стереотипами. Существует еще один широко распространенный стереотип. Все террористы-смертники просто психически больные люди, но и это предположение не оправдывается. Многими исследованиями было доказано, что террористы и смертники в том числе обычно не имеют никаких психических отклонений. Большинство совершенно обычные люди. Само по себе это является нонсенсом. Но тем не менее мы видим, что такие случаи происходят в тех местах, где есть горячие точки. И это обусловлено тем, что психологическое состояние этих людей, особенно тех, кто оказался вблизи, или у кого-то или чувство мести и так далее, они оказываются наиболее легко восприимчивыми, наиболее легко внушаемыми. И они готовы для реализации своих замыслов якобы в оправдание своих поступков, действует это во благо и каких-то религиозных вещей. Коран запрещает совершать самоубийство, но некоторые богословы ваххабитского толка объявили теракт актом мученичества. Пример задержанного террориста, не сумевшего совершить задуманный теракт, ярко свидетельствует, что современные вербовщики лишь умело используют методы ассасинов. Технология та же – наркотики, изоляция от общества, постоянное извращенное толкование аятов Корана. И вот готов новый ассасин 21 века. حبوسه ولا حبيب سبو واحد لا واحد شو ده يعني ده مو ابوش حدا بي لا حدا لازم لا وهي ايش بوش بالناس ايش تنبيه بيت تنبيه ده مو يا كان هذا ولا هذا بوسه بتقوى تاع ايده بلح بقى تاع هذا هل يمش هات يا وبيرسو بيه بوخش بوه ها حاجه اكثر عن عوضهم دي اخمن اسمك عشان ديك اوا دون سو هي سكيت يان خدا دون اصلا ما سي ما عامد دير این سو عرب وجه مذهب وجه دیگه سو این سو یک بوخر اخطری عشان دیگه اون چه اخطره قالوا عليه سيجاتن صارت وقالوا اجرون نعم بس فتح وشيطان كرود قالوا عليه بوغدو قالوا عليه بوغدو قالوا عليه ولا وجه فتح قالوا عليه تقدون قالوا عليه مو ولا هم لج وغيتان قالوا عليه خاص لي تاع بيتش بوت دا هو قالوا ولا ود نخبش قالوا صار ايش ديتش ايش تديرنا Så helt klart så får det så då helt klart så hade jag kvar
ده دوش عمالين يدا سبوا هو عمالين يدا هو مالي ما tamam انت اخي تستعملش درس ودان بخشنا تمامش كسرت خدوا بقى وقت طبعا يعني شو تستعمل شو تستعمل بالبوات بس أرزان بيسند طبعا بالليل باخو كده شو نعم شو ها ملريا مو خلا ملش Во всей этой истории печалит не столько сам факт существования террористов-смертников как таковых. Печально другое, что ими становятся чеченцы, которые затем убивают чеченцев. Еще досаднее то, что вербуют и готовят их этому те, кто уже расписался под тем, что он не чеченец и не мусульманин. Хотя и трубят о своем родении изо всех мусульман мира со страниц экстремистских сайтов. Я говорю о разнокалиберных эмирах и тряпочных проповедниках, таких как Умаров, Гакаев и прочая шелуха. حلو داخل دون دو خوش ورجع دون ياسر وكاي حسين ويتو جرات ومرات وكين دستان ايش انت يلا ياسر انت ياك حسين انت ياك مسلم انت ياك جرات انت هر انت ياك جايت يسا بريمير جايت يسا يا الله اكبر يا كان يشتغل بوصل برا يقربات اشتنا ابو باش نابو كده هو قاعد دون هالحاور على خلقته ديش بوش. О таком мусоре арабского происхождения, как Ясир или Маадан, и сказать нечего, кроме того, что они вот уже 1,5 десятилетия находятся на территории нашей республики, не воюя, не взрываясь самим. Одним словом, исправно выполняя чьи-то команды и не давая затихнуть кровопролитию на земле войнахов. يعرفوا بروست تاكو إن مواتي هو شو خوش توخ إن مواتي إيتان سبيسلوج بلغلو يبوش أتاري هو شو أيتنح ونوخشي خراكتري وزيتن ونوخشي شو بوخ موغ ببيزاديتن هو شو تا شين قومز إيدوت غار ملوخ دو شين قومز إيدوت تقاستون بلغل بيخ سبيسياليست شو بيخنش تار كونكريت هو شو بوخ بو تار أرابولي أوغر حالها إتس إندوت تقشي ناقوست وتار إكراو دقدك أزدي دابولو إتس إندوت ناخد أقشي ناخلوخ تار إزي عند عطو استطير بوخش دقا شاش بوصل بدي أوي إشتو بوغتا صندي إشتو بوغتا منافق شكاهش بوي إشبو شاش بوغتا دنيا نشوح شابيرك بوصل بنا خلص شاش للغر دو بوغتا داغ نوخشي شوح بول نوخشي تغنا حنشو حوتك شابيرك منافق بوغتا داغ نكسن هو نوخشي شوح ميلوك وينا هو نوخشي شوح تا نوخشي وتويشي إي وبروس دات بوغتا إي تشيشينيزاتي بوغ دوش ما إي بوغتا بينيات بوغ بوصل بتاك بوغ وأرحار بوصل بنا شوبالور بوغ هو شدوي بوصل بنا خير بوغ نوخشي شوبالي إي دوتر حالي تان أرابالة أوت منافق نكسن كيرستا منافق والحا إي كيرست عداوتي منافق يوقع يقبوغ تويست عين نوخشوشن يوقع يقبوغ إي ديتر قولناش مش بو إيش تاق قوم تهيوش شين قوم حبولا بوش История ассасинов длилась чуть более 200 лет. Затем они пришли к своему логическому концу. У нас нет 200 лет, чтобы терпеть эту мразь на своей земле. Самоубийство во имя какой бы то ни было цели всегда было для чеченцев нонсенсом. Пусть таковым и остается. С этим богопротивным делом надо покончить как можно скорее. Тем более, что свой бейбарс у нас уже есть. Следующая рубрика нашей программы – обзор последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты «Вести Республики». Сегодня в горячую пятерку газеты вошли статья писателя и публициста Саидхамзата Нунуева под названием «Глава мятежной территории», интервью со спикером чеченского парламента Дукваха Абдурахмановым, публикация Малики Абалаевой, которая посвящена заслуженной артистке РСФСР Асе Тысаевой, статья «Муса Моторс готовится в дорогу» и публикация «Белая акация. Цветы иммиграции», в которой дается беглый анализ миграционным потокам и мировоззрения мигрантов из числа граждан Чеченской Республики. И все это здесь и сейчас в рубрике «Вести Инфо». Глава мятежной территории так заглавил свою публикацию в очередном номере газеты «Известный в республике» писатель и публицист Саидхамзат Нунуев. В статье автор рассказывает о роли и месте первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмадхаджи Кадырова в новейшей чеченской истории. Назначение Ахмадхаджи Кадырова главой администрации Чеченской Республики некоторые в то время воспринимали как щедрый дар Кремля религиозному лидеру, как попытку использовать религиозный фактор в политическом влиянии на чеченское общество. Однако время и последующие события убедительно
решительно и ярко продемонстрировали, что к руководству в республике пришел человек абсолютно нового типа, человек, который не любил высокопарных и пафосных слов, но вся деятельность которого подчинялась одному императивному вопросу – «Кто, если не я?», отмечает Нунуев. По сути, публикация всего лишь несколько штрихов к характеру и судьбе Ахмадхаджи Кадырова из тех ощущений, которые автор испытал лично от встреч с героем публикации в различных условиях и ситуациях. Нунуев отмечает, Ахмадхаджи умел звонко и искренне смеяться, чего мы редко видим у священнослужителей. Он был невероятно простым и скромным, чего мало бывает в политиках такого уровня. Этот человек, наверное, никого и никогда в своей жизни зря не обидел. Настолько откровенной и изящной была в нем доброта. Ахмадхаджи оставил нам простой и ясный завет. Чеченцы, мы доказали всему миру, как умеем воевать и умирать. Давайте теперь покажем, как мы умеем жить. Вспомним завет Конфуция, определивший судьбу китайцев на многие тысячелетия вперед. Вспомним, что свой завет чеченцам оставил человек, сам когда-то признававший Газават, сам когда-то готовый умереть за свободу и независимость своего народа вместе со своими сыновьями и родственниками. Ведь к прозрению пришел не какой-то книжный интеллектуал или религиозный догматик, а самый настоящий практик от жизни, сам побывавший в роли самых ответственных людей при различных властях и у которого было что с чем сравнивать, отмечает автор публикации. Стабильность в регионах, стабильность в государстве. Именно под таким заголовком опубликовал журналист Руслан Юсупов свое интервью со спикером парламента Чеченской Республики Дуквахой Абдурахмановым. В интервью автор материала и его респондент подробно отвечает на актуальные вопросы предвыборной ситуации в Чеченской Республике. Спикер подробно и наглядно объясняет, какие изменения можно ожидать в республике с избранием муниципальных органов власти, отмечает политические аспекты вопроса и подробно рассказывает о том, что дадут чеченскому обществу предстоящие выборы. Абдурахманов отмечает, что с проведением выборов в соответствии с конституциями Российской Федерации и Чеченской Республики и в соответствии с федеральным законом о муниципальных выборах наше общество в конечном счете приведет ситуацию в полное соответствие с другими субъектами России, завершая правовую конструкцию государственности республики. То есть, как отмечает Абдурахманов, будет поставлена последняя точка в конституционном процессе, начавшемся, как известно, по инициативе Ахмадхаджи Кадырова 23 марта 2003 года на референдуме по принятию Конституции Чеченской Республики. Спикер отмечает, что повседневной жизнью населения должны заниматься местные органы власти, отчасти правительство, но уж никак не политическое руководство республики. На предстоящих выборах народ получит возможность избрать достойных людей во власть, облечь их своим доверием и, соответственно, требовать от них решения своих социальных проблем. Будут избраны главы администрации и советы администрации, которые и будут утверждать бюджет и села, и города, и района. И они же будут осуществлять контроль над расходованием бюджетных средств. Иммиграция – это новейшая история нашей республики. Ее главы имеют свое светлое начало и далеко не однозначный конец. Так начинается публикация «Белой акации. Цветы иммиграции» в очередном номере газеты «Вести Республики». В материале автор дает свой анализ миграционным потокам и мировоззрением мигрантов из числа граждан Чеченской Республики, которые осели в странах Западной Европы. Нельзя сказать, что сегодня число тех, кто решается бросить обжитые места и отправиться за границу в поисках лучшей доли, растет. Это было бы неправильно. Есть, конечно, и те, кто вернулся оттуда назад, и причины тому были разные. Сейчас рассуждать, почему они уехали, лишь напрасно тратить время. Все понятно. Война. От хорошего не бегут. Крепитесь, за границей нам поможет, сказал герой романа Ильфа и Петрова. За граница может помочь, но какова цена этой помощи, не знает никто, отмечает автор публикации. Автор полагает, что нам предстоит еще узнать, что за плоды мы будем пожинать лет эдак через 20. И речь здесь идет не о каких-то органах, на которых наших земляков будут разбирать буржуи. Здесь прекрасно сработала фишка «разделяй и властвуй». Хорошо там или плохо – тема давно минувших дней. Зато мы прекрасно знаем, в какой стране нас принимают, в какой терпят и с какой отправляют обратно, отмечает автор публикации. Иммигранты – это не национальность, это доля порой нелегкая, порой непонимаемая со стороны. Кто они? Для одних они те, кто когда-то, спасая свою жизнь, волей судьбы оказались на чужбине. Для других – иммигранты, искатели легкой жизни. Прожив некоторое время в чужой стране, иммигранты принимают их законы, их нравы, с которыми каждый должен считаться. Но чужая родина – не мать, а скорее мачеха. И какая бы она ни была добрая или ласковая к своим пасынкам, все ее любить не будут, как, впрочем, и она сама. Здесь нет родственных уз, нет зова крови. Чужое нам или нравится, или нет. Принимаем или отвергаем, хвалим или ругаем, завидуем или вспоминаем про свое, которое оказывается не хуже, резюмирует автор.
Годы, прожитые на сцене, так называется публикация Малики Абалаевой, которая посвящена заслуженной артистке РСФСР, заслуженной артистке Чечено-Ингушетии Асет Исаевой, которая стояла у истоков зарождения Чеченского драматического театра имени Хампаши Нурадилова. Чеченский драматический театр помнит немало имен, стоявших у истоков его зарождения, и среди них Асет Марцаровна. В сложные 30-е годы, когда судьба актера, особенно актрисы, была совсем непростой, преодолев общественное мнение, она вышла на сцену. Особенные трудности вставали на пути на сцену актрисы-женщины-девушки. Веками сложившиеся традиции не давали ей возможности свободно реализовать свой талант, но первопроходцы на сцену любили избранное дело и настойчиво добивались своего. Совсем небольшая группа юношей и девушек составили первую труппу, которая впоследствии стала профессиональной. Родилась Асет Исаева в 1915 году. Рано лишилась родителей, но судьба взамен на это уготовила ей всенародное признание. В 15 лет она поступает в первую открывшуюся в Грозном театральную студию. В те годы это был очень мужественный и смелый поступок. Родственники негодовали, но Асет настойчива в своем выборе и усердно продолжает учиться. Ей, одухотворенной идеями о прекрасном, хотелось творить, дерзать, внести хоть какую-то частицу в развитие театрального искусства нашего народа. Ее имя навсегда вошло в историю Чеченского драматического театра. Исаева была удивительно талантливой актрисой, легко входила в роль, никогда не зубрила тексты, имела способность моментального перевоплощения. Исаева оставила после себя яркий след и прекрасные воспоминания. Отдала сцене свою молодость, энергию, талант, а самое главное – своих дочерей, талантливых актрис, которых она наставляла. Годы, прожитые на сцене Асет Исаевой – это добрая и незабываемая память в летописи Чеченского театра, в сердцах тысячи и тысячи зрителей. Такие они, славные дочери чеченского народа, заключает автор публикации. Статья «Муса Моторс готовится в дорогу» знакомит читателя с основателем некогда известной в республике компании «Муса Моторс» Мусой Али Султановым. Во время военных событий Муса покинул республику и проживал в различных регионах страны и зарубежья. Последним местом его обитания стала Турция. Там он жил вместе с семьей, развивал свой бизнес, и в этот период жизни им было разработано рационализаторское новшество по продлению срока службы автомобильных шин. Муса запатентовал его в Стамбульском университете, составил бизнес-план по организации производства, и некоторые бизнесмены из Турции, Объединенных Арабских Эмират предложили ему основать совместное предприятие. Были предложения даже с просьбой продать патент за кругленькую сумму. Но Муса Али Султанов отказался, и когда появилась возможность вернуться на родину, он решил, если и строить где-то завод, то только на своей родине, Чеченской Республике. Вкратце напомним суть изобретения Мусы, некогда порядком нашумевшего в средствах массовой информации. Это возможность одевать на изношенные автомобильные шины каучуковую обувку, которая дает возможность продлевать срок их службы. Это новшество, по мнению специалистов, дает не только заметное экономическое преимущество, но и высокий экологический эффект, так как уменьшается вредный для природы выброс отходов химического производства. В статье Али Султанов сообщает, что у него в ближайшее время предполагается встреча на высоком уровне, на которой, скорее всего, будет положительно решен вопрос организации в республике шинного производства. Хочется верить, что это будет именно так. Республике так нужны новые эффективные промышленные предприятия, которые при любом кризисе, при любом повороте событий могли бы обеспечивать ей стабильное экономическое развитие. А чтобы узнать подробности этого весьма любопытного изобретения чеченского умельца и другие представленные материалы, полагаем, все-таки стоит полистать последние номера республиканской газеты «Вести Республики». Ровно 96 лет назад, 27 сентября 1913 года, Чечню мгновенно облетела весть о том, что близ селения Шали тяжелобольной абрек Зелимхан был окружен полком карателей и убит в результате многочасового боя. Горцы не верили, да и не хотели верить этому. Тем не менее, Чечня потеряла своего знаменитого бунтаря, имя которого сегодня живет в народных песнях, легендах и народной памяти. Судьба Зелимхана подобна судьбе загнанного зверя, который рвется на волю и мстит своим загонщикам. Его имя заставляет трепетно биться сердце каждого чеченца, и оно прочно вошло в историю Кавказа. Своими неординарными решительными действиями он бросал вызов огромной державе и фактически воевал с ней в одиночку. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о своеобразной незаурядной личности в нашей истории. Абреке Зелимхане Карачаевском. Абреками на Кавказе не рождались, ими становились.
остановились в силу разных причин – социальных, нравственных, материальных. Похищенные невеста или сестра, оскорбленная честь, неосторожное слово – разве мало поводов, чтобы пролилась кровь обидчика? Но и обреки встречались разные. Были и благородные, такие, как Робин Гуд из английского народного эпоса, Карл Мур, немецкого поэта Шиллера или Дубровский, великого Пушкина. Пожалуй, самым известным, неустрашимым и неуловимым из кавказских обреков был легендарный Зелимхан Гушмазукаев из селения Харачой. Судьба Зелимхана подобна судьбе загнанного зверя, который рвется на волю и мстит своим загонщикам. Его имя заставляет трепетно биться сердце каждого чеченца, и оно вошло в историю Кавказа. О нем регулярно писала российская пресса, а демократически настроенные слои российского общества горячо сочувствовали его борьбе против самодержавия. И вовсе не потому, что он был смелым и решительным, он был народным мстителем, заступником униженных и оскорбленных. Он был не только отважным человеком, но и очень щепетильным в вопросах чести. Именно за это его и любил народ. И именно благодаря этой безграничной любви он на протяжении 13 лет оставался неуловимым. Зелимхан Гушмазукаев происходил из зажиточной семьи и до 1901 года даже и не помышлял о судьбе обрека. Он был незаслуженно обвинен в убийстве и приговорен к длительному тюремному заключению. Однако, решив отомстить своим обидчикам, он бежал из тюрьмы и тем самым окончательно закрыл себе дорогу к мирной жизни. 10 октября 1905 года власти организовали погром чеченцев на Грозненском рынке. Войска расстреляли 17 человек. Зелимхан решил отомстить и через неделю захватил пассажирский поезд и расстрелял 17 офицеров. «Передайте полковнику Попову, — сказал он пассажирам, — что жизни, взятые в Грозном, отмщены». С этой минуты Зелимхан становится человеком, вставшим на защиту не только своей чести, но и чести обездоленного и угнетенного народа. Он возглавил небольшой отряд обреков, который устроил настоящую охоту на царских чиновников, прославившихся в издевательствах и оскорблениях крестьянских масс. Тем самым Зелимхан завоевал необычайно широкую популярность и не только среди обездоленных крестьян, но и либерально настроенной интеллигенции. Один из известных чеченских революционеров Асламбек Шерипов писал: «Власть терроризировала мирное население, а обреки терроризировали эту власть». Несмотря на объявленное российскими властями огромное вознаграждение за его поимку, Зелимхан оставался неуловимым вплоть до 1913 года. В целях уничтожения возмутителя один за другим создавались специальные карательные отряды. Государственная дума не раз задавалась вопросом, что же делать со смутьяном. Однако он своими неординарными и решительными действиями ставил эту власть в тупик, бросал вызов огромной державе и фактически воевал с ней в одиночку. Так, в апреле 1906 года он уничтожает начальника Грозненского округа Добровольского. В 1908 году метким выстрелом лишает жизни начальника Веденского округа полковника Галаева, прославившегося жесткими и неоправданными действиями по отношению к мирному населению. В январе 1910 года он совершает налет на Грозненский вокзал, увозит из кассы 18 тысяч рублей и раздает их крестьянам. Обрек становится грозой для властей и символом мужества и чести для горцев. Отряд Зелимхана фактически начинает партизанскую войну. Против него бросаются целые отряды регулярной армии. В селах, которые укрывают обреков, проводятся жесткие зачистки. Жители сел поголовно ссылают и облагаются непомерными штрафами. Но никто из крестьян не выдает своего героя. В 1910 году начальник Назрановского округа князь Андронников захватил в заложники жену и детей Зелимхана, за что поплатился своей головой. Обрек с горсткой товарищей лично застрелил Андронникова прямо на марше, когда он во главе 2000-го отряда вез его семью во Владикавказ. Власти доведены до отчаяния. Все, что ими предпринимается против обрека, не дает положительных результатов. За помощь в поимке легендарного обрека царское правительство назначило 5000 рублей, а впоследствии эта сумма была увеличена до 18 тысяч. Рассказывают, что однажды Зелимхан прибыл в Грозный. Здесь, на стене одного из домов, он увидел объявление начальника округа. За голову Зелимхана обещана награда. Обрек дописал на объявление: «Читал внимательно, с ценой не согласен. Добавлю от себя еще 10 тысяч рублей. Зелимхан». До сих пор в народе рассказывают быль и о том, как однажды во время гастролей по Кавказу случайно в заложники к Зелимхану попал знаменитый певец Федор Шаляпин. Когда Зелимхан узнал, кто попал ему в руки, он просто попросил его спеть.
Когда Шаляпин спел, растроганный до слез Абрек отпустил его на свободу, но взял с него слово, что он никому не расскажет, что видел слезы на глазах чеченца. Шаляпин сдержал свое слово и рассказал эту историю только в 1938 году на смертном одре. Примерно в это же время приказом по области в целях уничтожения Абрека и его соратников формируется охотничий отряд во главе с войсковым старшиной Вербицким. Вскоре этот отряд на Гудермесском рынке устроил побоище, в результате которого погибло несколько мирных чеченцев. Зелимхан решил отомстить и убить Вербицкого, но от этого шага его отговорил авторитетный чеченский интеллигент, которого он не мог не послушать. И тогда Зелимхан решает отомстить Вербицкому другим способом – совершить набег на Кизляр и ограбить местное казначейство. При этом он решается на беспрецедентный шаг. Он предупреждает Вербицкого о запланированном месте и времени нападения. Отряду в 60 человек во главе с Зелимханом удалось совершить невероятное. Переодевшись казаками, абреки удачно обошли засады, ограбили казначейство и скрылись, не потеряв ни одного человека. В полицейском отчете сообщалось, что скрыться Зелимхану помогли жители одного из чеченских сел. Они стерли следы, оставленные копытами коней абреков на 15-верстном отрезке дороги, говорилось в этом отчете. Добыча от налета была совсем небольшая, всего-то 5000 рублей. Но это было не главное. Вербицкому удалось отомстить, и он попал под суд за бездействие и неудачу в поимке Зелимхана. О популярности и авторитете абрека свидетельствуют и почтовые открытки, выпущенные земской почтой. На одной из них написано «Взятое в плен семейство Зелимхана». Другая фотография снята на железнодорожном вокзале Грозного, когда семья Зелимхана возвращалась домой из Сибири. На ней с двух сторон стоят вооруженные казаки, а между ними семья Зелимхана. Каждый солдат или казак считал за честь сфотографироваться с семьей абрека. О Зелимхане знали и русские революционеры, однако им так и не удалось установить с ним контакт, о чем они впоследствии глубоко сожалели. Ведь из Зелимхана мог бы получиться еще один Котовский. Тем не менее, связь с революционным движением в России Зелимхан все же установил через анархистов. Так, в 1911 году со знаменитым абреком встретились несколько студентов-анархистов из Ростова-на-Дону. Они подробно рассказали о той борьбе, которую ведут рабочие и крестьяне по всей России. Зелимхан с сочувствием и поддержкой отнесся к гостям. Они расстались с друзьями и соратниками. Зелимхан был неуловим и выбирался из самых трудных ситуаций. Так, в октябре 1911 года ему удалось выйти из окруженного села Сунжинское, а в декабре того же года он умудрился уйти невредимым из окруженной пещеры. Причина все та же – его поддерживал народ. Любое село почитало за честь приютить Зелимхана, несмотря на то, что за это селу грозило полное уничтожение. Однако в 1913 году все же нашелся предатель, который за крупное вознаграждение 18 тысяч рублей и 300 десятин земли сдал Зелимхана. 26 сентября 1913 года близ Шали тяжело больной Зелимхан был окружен целым полком карателей и после многочасового боя убит. Примечательно то, что враги более 5 часов боялись подойти к телу погибшего абрека, и мертвый он наводил на них страх и ужас. Страшная весть о гибели абрека облетела Чечню мгновенно. Горцы не верили и не хотели верить этому. Тем не менее, Чечня потеряла своего великого сына-бунтаря, имя которого сегодня осталось в народных песнях и легендах, в народной памяти. Сохранилась уникальная фотография, облетевшая тогда весь мир. Большая группа солдат и офицеров, участвовавших в поимке Зелимхана, стоит вокруг трупа человека-легенды. Офицеры считали для себя великой честью сфотографироваться, пусть и с убитым, но Зелимханом. Говорят, эту фотографию показали и царю Николаю II. Он долго и внимательно смотрел на нее, но так ничего и не сказал. Гибель Зелимхана встревожила и всю прогрессивную общественность России. Газета «Русское слово» в те дни писала: «Погиб Зелимхан, убит». И такою болью отзывается это известие в душе у нас. Жалко его и стыдно за себя, за нас, воевавших с одним человеком. Ведь мы воевали с одним. И вот теперь победили. И вместо ликования – смущение, и невольно любуешься этим человеком-сказкой, человеком-легендой. В газете «Отклики Кавказа» появилась статья Макеева «Убит герой». Автор писал: «Не верится, что убит Зелимхан, мы видим в нем героя. Он любил свободу, был храбр и благороден. Те, кто ловил его, черные люди, они останутся безвестными. О них ни сказок не расскажут, ни песен не споют, а о Зелимхане будет сложена поэма, может быть, опера». Пушкин и Лермонтов восхищались такими горцами. После революции 1917 года Зелимхан почитался как герой национально-освободительной борьбы, выразитель интересов горской бедноты, каким он и был. О знаменитом чеченце написаны романы, сотни стихов и рассказов, сложен ряд песен. В конце 1930-х годов о легендарном
этом Зелимхане был снят и художественный фильм. Он облетел экраны всего мира и пользовался огромным успехом. Ныне на въезде в Веденский район, родину Абрека, стоит памятник. Сидит Абрек с винтовкой, погруженный в свои думы, а над ним, склонив голову, стоит его верный конь. Кажется, они только что вышли из леса и остановились отдохнуть. Восстановленный памятник Абреку в том же месте и в той же композиции занял свое место, а это значит, что Абрек вернулся. Вернулся уже в образе памятника, и значит, память о нем жива. Все мы смертны, но смерть смерти рознь. Один умирает только раз и уходит в вечность, другой умирает сотни раз и исчезает, словно тень. Абрек же в ту сентябрьскую ночь ушел в бессмертие. Ну, чьи интересы защищал бы убитый Абрек, доживи он до 2017 года, думаю, догадаться нетрудно. Ну, а у нас на этом все. С вами был Валик Гинаев. Я благодарю вас всех за внимание и прощаюсь с вами ровно на неделю. До свидания.